Авюрская больница занимает большую и даже чрезмерную территорию. Обусловлено это количеством ее зданий. И всего их 14. В каждом из них отдельная печь и обслуживают их 6 кочегаров. Об эффективности затрат на отопление нет и речи. Ну, что централизовано было, нам надо одно общее такое здание построить, все. Чтобы туда ходила поликлиника, стационар. А кадрового обеспечения у нас только один врач не хватает. Врач-анестезиолог. Отделение детской консультации больницы – отдельная история. Казалось бы, здание относительно новое, построенное в 1994 году. Третий десяток еще не разменен, но ремонт уже требуется основательный. Нужно полностью менять кровлю и полы. Зимой помещения плохо отапливаются. К счастью, это не стационар. Но во время приема здесь бывает в день до 30 детей. Да и сами врачи проводят в холодном здании много времени. Детская консультация у нас это зимой отопление. Не отапливается, тепло нету зимой, зимнее время, особенно в холодное время. Людмила Мангуш работает в прачечной больнице больше 10 лет. Стиральная машина 95-го года выпуска сегодня совсем не справляется с нагрузкой. Корпус прогнил, большая часть функций не работает. Раньше эта стиральная машина сама воду грела, полоскала. Все сломалось, дверца не закрывается. Она должна стирать все в больнице. Теперь только 2-3 комплекта белья за раз. Детально изучив обстановку, в риоглавы Тувы Владислав Ховалык распорядился выделить на безотлагательные нужды больницы 5 миллионов рублей. На них, среди прочего, будет проведен ремонт детского отделения и закуплено новое оборудование для прачечной. Где какой-то типовой проект бы нам разработать, типовой, да, с одной котельной, так скажем, не знаю, там все необходимые, ну, как положено, да, то, что всем должно соседствовать, да, какие отделения могут соседствовать, стационары. Поликлиника. Вот надо было там поискать, подумать. Может, в Минздраве России есть, да? Уже посоветуют, есть разные роды. На такое-то количество населения. Вот вам. Давайте посмотрим. Хорошо. Ветхость зданий и неразвитая инфраструктура в сельской местности Тувы явление хроническое и для некоторых даже привычное. Однако мириться с такими вредными привычками в риоглавы не намерен. Решение найдено, средства выделены. Руководству ЦКБ и местным властям осталось скорее приступить к работам. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува 24.